До выборов президента Абхазии осталась ровно неделя. Через 7 дней народ нашей страны будет выбирать путь, по которому пойдет Абхазия. И речь идет не о пятилетке, а о будущем. Сегодня, как никогда ранее, важно остановить тенденцию по уничтожению страны. Поэтому в центре моего внимания продолжатель традиции анквабабжаниевского режима Бадра Гунба. Давайте разбираться в предвыборной стратегии ставленника уходящей власти, так как никакой программы он обществу не представил. Это характерно для его куратора Анкваба, который шел на выборы 2011 года без всякой программы. Впрочем, обещания Бжания тоже не сильно связали ему руки. Но есть всякого рода активности, от грязных технологий до прямого нарушения законов о выборах, на основании которых мы можем делать выбор. У ставленника Анкваба и Бжания нет никакого плана по выходу из экономического кризиса. Все, что мы поняли из его поведения, он намерен просить на зарплату, на свет, на реализацию бизнес-планов своих кураторов и сторонников, закреплять тезис об иждивенчестве нашей страны и ее народа. Далее энергетика. Вы слышали, что Гунба собирается восстанавливать энергетику, угробленную командой, в которую он входил? Он хотя бы раз обмолвился о том, где возьмут средства на ее восстановление. А может быть, вы слышали, как он будет бороться с майнингом, который приобрел за 5 лет небывалый размах? Нет, не слышали. У него нет никаких планов. Майнинг будет процветать, потому как эта коррупционная схема и есть раствор, цементирующий сторонников нынешней власти. За наш счет, конечно. Простые граждане страны будут оплачивать сверхдоходы криптовалютчиков, как это происходит и сейчас, и цена на электричество будет повышаться. Бадра Гунба это подтвердил в эфире АГТРК. Я буду заниматься этим вопросом, более глубоко погружаться в вопросы тарифов и образования по энергетике. Цена на тариф за электроэнергию, к сожалению, имеет динамику на повышение. Бадра Гунба – это бесплатный сыр, за который мы будем расплачиваться сперва прибрежными, а затем и всеми остальными землями, которые уйдут под залоговые обязательства иностранных олигархов, объектами, в том числе и стратегического значения, энергетической системой и так далее. Я думаю, что все понимают размах проекта по нивелированию независимости, который должна будет завершить марионеточная фигура, совершенно случайно оказавшаяся в обойме Анкваба. Реформы, сокращение чиновничьего аппарата, открытость, плюрализм мнений – 5 лет этого не было и не будет, если мы сделаем неправильный выбор. Нужные аргументы? Так вот же они. Мы уже вечность говорим о дублировании функций в исполнительной власти. За 5 лет дубляж превратился в трильяж. В администрации президента дублируют министерства и ведомства теперь не только отделы, но и многочисленные помощники и советники президента и вице-президента. Вице-премьеры, замы и замы замов отказаться от этой схемы Бадре не дадут, даже если вдруг захочет, потому как анквабовская система ориентирована на увеличение чиновничьего аппарата. Чем больше чиновников, тем больше его электорат. Всю эту махину с двойными зарплатами, льготами, транспортом, командировками и так далее содержим мы, оплачивая налоги. Ноу-хау уходящей власти – грязные технологии с использованием новейших достижений науки и техники. Запускались они прямо из администрации президента и достигли кульминации в выборный период.
Наша страна впервые столкнулась с тем, что глава государства занимался лжедоносительством на своих граждан. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, она их поздравила с тем, что они совершили вот такую вот акцию. Поэтому мы эту связь как бы с частью оппозиции видим, как минимум, они действуют в некоторых вопросах синхронно. Особенно в тех вопросах, которые имеют отношение и имеют огромное значение для Абхазии в плане взаимодействия и выстраивания союзнических отношений с Российской Федерацией. И это никуда не исчезнет. Это программа по уничтожению свободомыслия. К тому же чужими руками. Выпрыгнули из сталинизма, как черти из табакерки. Даже Лабытнангу предложили, и Бадра Гунба не был против. Поэтому пусть никто не обольщается. Лишение гражданства России – это только первый этап. Сегодня ветераны войны, завтра не ветераны. Этих не остановит никакая мораль, никакие традиции. Они будут идти к тезису о виновности нашего народа. К чему мы придем при такой постановке вопроса, совершенно очевидно. Право на передвижение, выражение мнения, на развитие национального бизнеса будет узурпировано. Конечно, это не Бадры мозги думали, решали, но принял он все преступления власти с покорностью достойной классической марионетки. И ни одного слова не произнес в защиту граждан страны, лишенных права на передвижение, ни будучи во власти, ни как кандидат в президента. И курсируя из одного российского кабинета в другой на прошлой неделе, даже в рамках пиар-кампании, не попытался поинтересоваться судьбой граждан страны, запросить информацию, выразить свое отношение. Но что мы имеем на выходе? Давайте признаем, что нас ждет в случае, если совместными усилиями Анквабу удастся усадить в главное кресло страны этого марионеточного парня. Картина такая. Страну пустят с молотка. Коррупция, которая сегодня процветает, достигнет небывалых размеров. Майнеры будут майнить, увеличивая энергодефицит и загоняя страну в долги. Цена на свет будет постоянно расти. Продадут энергетическую систему. Все государственные объекты и объекты стратегического назначения перейдут в частную собственность, скорее всего, иностранцев. Вернут забор, затащат Росгвардию, запретят НПО, оппозицию и независимые СМИ. Разделят между собой должности и будут проедать бюджет. Инвестпрограмму, льготное кредитование, запустят строителей апартаментов, примут ущербные для страны соглашения. Начнут раздавать гражданство направо и налево, денег на пенсии, образование, здравоохранение не найдут. Комитет по репатриации не изведут до комиссии, а затем тему возвращения соотечественников совсем закроют. Через неделю выборы, и нам решать, нужен ли нам марионеточный президент, или мы все же попробуем вернуться к изначальной цели – независимости нашей страны. Но для этого пламенных сталинистов надо оставить в прошлом.